Добрый день, коллеги, добрый день, друзья. Рад вас всех приветствовать на нашем 4-м уже федеральном форуме «Цифровой алмаз». Очень рад, что год от года растет количество и качество наших участников. И очень интересная выставка. И вот как раз она отвечает на те вопросы, которые вы сейчас, Светлана, поставили. Во-первых, я всегда был приверженцем и остаюсь приверженцем того, что именно самые передовые технологии, в том числе цифровые технологии, могут позволить таким отдаленным, труднодоступным территориям, как Якутия, с объективно сложными природно-климатическими условиями, наравне конкурировать с другими регионами страны и быть конкурентоспособной вообще мировой экономикой. Благодаря этому, вот такому подходу у нас вот как раз развивается и креативная экономика, кино, про которое вы говорили, IT-компании. Сейчас для того, чтобы в целом республика уже становилась на рельсе более быстрого цифрового развития, мы провели за последний год колоссальную работу по цифровизации, проложены тысячи и тысячи километров автоволокна. Мы сейчас один из самых интернетизированных, скажем так, регионов страны. Несмотря на все сложности, несмотря на то, что на значительной части пока автоволокна нету, у нас по данным Росстата 99% населения активно пользуются интернетом. Мы по доле населения, пользующихся безналичными платежами, лидер страны. Вот, по последним, опять же, данным, которые предоставляют и банки, в том числе наш главный партнер Сбер. И, конечно же, сегодня мы уже должны не успокаиваться на том, что сделано, а делать следующие шаги вперед. В первую очередь, искусственный интеллект. Я вообще считаю, что искусственный интеллект для таких регионов, как мы, опять же, это очень важный инструмент для конкурентоспособности, для перехода на беспилотные технологии, безлюдные технологии, для роботизации, для того, чтобы максимизировать те возможности, которые у нас есть, и минимизировать те, скажем так, негативные факторы, которые у нас тоже объективно будут сохраняться. С этой точки зрения, я здесь все проекты рассказывать не буду про искусственный интеллект, но одно то, что вот на iJourney, которое на прошлой неделе Сбер совместно с правительством страны проводили, из 106 проектов регионов, представленных на iJourney, 12 проектов это были проекты нашей республики. Это большое достижение наших разработчиков, нашей лаборатории искусственного интеллекта. Вообще, в целом, это большое достижение республики, и, наверное, именно поэтому мы стали победителями как раз номинации региона по той премии, которая ежегодно на iJourney вручается. На самом деле, можно похвалить. Даже сейчас мы посмотрели, ряд очень интересных решений есть, которые необходимо быстрее брать, быстрее внедрять. Они абсолютно утилитарны, они понятны, в том числе те разработки, которые минимизируют работу аппарата, бюрократического аппарата, муниципальных органов власти, региональных, снижают административные барьеры, помогают людям жить лучше. Далее. При этом мы, конечно же, дальше должны заниматься вопросами развития самой инфраструктуры связи. Но вы все, наверное, уже знаете, у нас 21 ноября подписано постановление правительства Российской Федерации о проекте «Синергия Арктики». И вчера уже на заседании правительства председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин уже публично объявил о том, что в Якутии будет реализовываться и будет реализован крупнейший телекоммуникационный проект 7000 километров автоволокна мы построили за 3 года, 61 населенный пункт с населением 50 000 человек. Это практически большая часть уже нашей Арктики. При этом отмечу, что в некоторые арктические районы мы уже на это автоволокно привели. И, конечно же, это не просто уже другое качество жизни людей в арктических районах, а у них, поверьте мне, такие же потребности, как и у жителей других городов, все, и потребность в скоростном интернете, особенностью у молодежи, у детей, она крайне высока.
Но это, конечно, и с точки зрения безопасности вообще в целом телекоммуникационной системы северо-востока страны, Севморпути это тоже колоссальный шаг вперед, потому что мы закольцуемся и с Севморпутем, и мы закольцуемся также с Чукоткой. И в конечном итоге это кратно повысит надежность вообще телекоммуникационной инфраструктуры страны на северо-востоке. И этот проект, я еще раз говорю, за 3 года будет реализован, но Arctic Telecom планирует, что в следующем году мы уже придем в Бадагай, это центр Верховенского района. Далее, очень важное направление, которым нам надо заниматься, я уже про это сейчас сказал, это, конечно, беспилотные аппараты, это и беспилотные летательные аппараты, это и надводные, подводные, наземные беспилотные технологии. Сегодня мы вместе с коллегами из Минцифры, Минпромторга открыли у нас в республике научно-производственный центр полярный, который открыт по линии Минпромторга, свыше 500 миллионов рублей вложено туда федеральных средств, республика вложилась, и у нас сегодня уже появляются не только возможности для использования передовых технологий, но уже у нас появляется возможность их производства. И вот те стартапы, которые у нас там сегодня уже приземлились, которые начинают там работать, уверен, что в ближайшие годы тоже заставят о себе говорить не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами. В целом я, конечно, оцениваю потенциал использования беспилотников просто для нашей Якутии колоссально. Мы уже сегодня используем беспилотники очень активно в народном хозяйстве. Это и наш опыт по мониторингу и тушению лесных пожаров очень востребован, это спасение людей в чрезвычайных ситуациях. Уже есть опыт этого года применения акродронов. Уверен, что и по другим направлениям, о которых мы сегодня, кстати, вы тоже с коллегами на открытии центра говорили, у нас есть возможности, есть желание, ну и самое главное, мы понимаем, что мы там получим достаточно хорошие и быстрые результаты. Одно то, что у нас, несмотря на все сложности, какие могут быть у нас в республике, первый такой регулярный маршрут беспилотника Нижний Кистяк Якутск действует, да? Вот Сергей про это, надеюсь, потом сам расскажет еще дополнительно. Меня очень радует. Так? Но и меня радует, я про это на открытии говорил, не могу не повторить. Мы возим на нем не, знаете, какие-то там важные государственные там, грузы и так далее. Это не оборот не за счет государственных и муниципальных заказов. Это люди заказывают себе пиццу, суши, молоко, товары народного потребления. Это о чем говорит? Потому что маршрут, эта услуга уже востребована населением. А самое главное в нашем деле, вот, чтобы и в искусственном интеллекте, и в беспилотных технологиях, чтобы это уже стало полезным для жителей республики, для жителей тех населенных пунктов, куда это приходит. И вот у нас уже первый положительный есть, пока скромный, уверен, что, как говорится, дальше больше, потому что опыт наших российских гигантов говорит, что в определенный момент это начинает все идти по экспоненту. Я считаю, что у нас будет то же самое. В целом, коллеги, при этом у нас масса разных проблем, самых разных, административных барьеров, косности мышления, и об этом тоже надо говорить, так? Но уверен, что общими усилиями мы это все сломаем, сделаем в следующем году, точнее, может быть, даже в этом году в республике будет создан в рамках исполнения поручения президента штаб по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы нашей работы. Я его сам лично возглавлю. Уверен, у нас все получится. Спасибо.